А я вылеплю из пластилина зайчика. Хоть боимся мы волка и сову, а нам все равно, все равно. Не мешай, ты что? Ну, видишь, волк не съел его. Чаман, сходи к дяде Мураду, скажи, что я еду в Пески. Если хочешь, что послать сыну, пусть несет. А можно Шимшат пойдет со мной? Конечно. Пойдем? Нет. Она не хочет со мной идти. Один пусть идет. Уже ночь. Одному страшно. Так он у тебя с сестренками на двор будет ходить. Ну и что? Не догонишь? Ох, эти девчонки. Девочки, помогите яблоки собрать. Идем.
Не хочу. Тяман, чего ждешь? Иди скорей. Мама, принести наши подарки. Можно, принеси. Девочки, где наши подарки? Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Покажите папе, что вы приготовили для него. Смотри, какая красота, они так старались. О, один лучше другого. Неужели ты сама вышила? Настоящая мастерица. А это моя работа. Умница. О, какой красивый кисет, он мне пригодится. А этот кто сшил? Ты, Гюзель? Нет. Тогда Шамшат. Не угадай. Не угадал. Знаю, это Айна. Да. Девочки, идите скорее, кино началось. Сынок, что сказал дядя Мурат? Он утром все занесет. А это чей такой красивый кисет? Это Чаман постарался. Почему Чаман спит вместе с девочками? А что тут такого? Они же дети. Не бойся, мы не пустим его. Спи. Вот он у тебя и растет, как девчонка. Он мужчиной должен быть. Укладывай отдельно. Что, у нас комнат не хватает? Да он боится один. Спи, девочка, я с тобой. Спи. И так ты его воспитываешь. Балуешь очень. Что ты ворчишь? Тебя месяцами не бывает. Кружишь по своим пескам. А мальчику отец нужен. Тогда и будет расти мужчиной. Приготовь Чаману одежду. Возьму его с собой. А если волк его съест? Не съест. Спи, доченька, спи. Никого. Когда же он вернется? Завтра днем по республике ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможен северо-западный ветер с пыльной поземкой. Скорость ветра 18-23 метра в секунду. Повторяю. Завтра днем И зачем я только приехал сюда? Здесь так скучно.
Что это? Ты кто такой? Бе, на. На. Угу. Хватай. Хватай. На. Ой. Ах ты, кусаться вздумал. Ну тогда мы с тобой по-другому поговорим. Вот тебе. На, на. Хватай. Хватай. Ты куда? Пропал. Папа. Папа, ты что так долго? Я ведь должен быть с Атарой, сынок. Папа, здесь так скучно. Мы скоро отсюда уедем. Поедем домой. Я хочу вернуться домой. Мне очень надоело здесь. Ну поедем, а? А как же овцы? Пусть дедушка пасет. Иди поставь чай. На. Ты хоть свои каникулы проведи со мной. Отец, пора бы уже не гонять так. Что-нибудь случилось? Да Илья опять удрал. Сам виноват, с ним надо построже. Он тебе тоже не чужой. Брат все-таки. А теперь кто нам даст помощника? Какая горячка. Атару надо к новому колодцу перегонять. Сейчас все должны быть на ногах. Как перегоним Атару, я съезжу за Тайли. А меня тут одного оставишь? Если окот начнется, я не сумею управиться. Обернусь до окота. А тебе пока Чиман поможет. Подними чайник. Чаман поможет. Да ему самому нянька нужна. Они только и могут сидеть перед телевизором да кино смотреть. Это они могут. Отойди, это не твой, не видишь, что ли? Пока не понюхает, собственного детеныша не узнает. Баран он и есть баран, только бы брюхо набить. Вместо мозгов одно сено. Бе, бе. Бе. Надоели. А ребята, наверное, сейчас играют. Сестренки смотрят кино. Кути-кути, и тебе не с кем играть. На, кути-кути-кути. На.
Ищи, ищи. Эй, разойдись! С дороги! Посторонись! Эй! Оп. Ах, ты какой попался! Отвечай, в школу ходишь? Не ходишь, лентяй? За мной! Скорей! Скорей! Оп. Ой, дедушка! Чего она на меня лает? Не кричи. Не маленький. Чаман, Алабай хотел с тобой поиграть. Он считает тебя своим. А ты испугался. Иди покорми собак. Они уже есть хотят. У собак тоже режим. Чтобы они были надежными пастухами, хозяин должен заботиться о них. Пошел! Ешь, не бойся. Запомни, Чаман, сперва кормят вожака, а потом уже остальных. Сначала нужно щенка кормить. Он ведь маленький. Нет, ты ошибаешься, сынок. У собак другие порядки. У них сначала должен поесть старший, а там уж и остальные могут приниматься. Разве это справедливо? Ничего не поделаешь, природой так установлено. Вожак нужен, чтобы порядок был, и собаки тогда злее. Мне так не нравится. Дай щенка. Совсем затискал. Папа! Что со щенком? Что ты с ним сделал? Зачем ему отрезал уши? Не реви. Ты что, девчонка? Загони овцы непоины. Иди напои. И хвост отрезали. Ему же больно. Ой, как жалко. Бедненький. Не надо плакать, мальчик мой. Это ведь собака. Поскулит и перестанет. Как же папа так мог? Не надо, успокойся. У щенка все заживет. Из него получится хороший помощник для чапана. Если бы тебе отрезали уши, ты бы так не говорил. Ах ты глупенький. Этот пес всю отару должен будет оберегать от волков, а в схватке длинные уши и хвост ему могут помешать. Поэтому у пастушьей собаки уши и хвост должны быть короткими. Ну, хватит, перестань, не плачь.
Проснись. А? Что случилось? Волки воют, слышишь? Это шакалы. Ложись спать. А вдруг придут сюда? Нет, не придут. Повоют, повоют и разбредутся. Они сами людей боятся. Спи. Тебе завтра рано вставать. К другому колодцу переходим. Вы с дедушкой поедете на мотоцикле, а я отару перегоню. Через день буду там. Ну иди. Иди спать. Хорошо на крыше спать. Только лазить туда-сюда уже трудновато. Сынок! Здесь страшно! Не бойся, я рядом. Ты же знаешь, овцы уже 2 дня идут без воды. К тому времени, как придет отара, колодец должен работать, а то стадо погибнет. Не бойся, сынок. Тебе нужно сделать только одно. Привяжешь конец веревки к ремню, и я тебя вытащу. Я не смогу! Да ты пойми, если я спущусь, ты же не сможешь меня вытащить, правда? А кроме нас здесь никого нет. Деда! Деда, вытащи, я не держусь, здесь страшно. Мы должны достать ремень. Здесь темно, деда. Деда, тащи скорее меня наверх! Там вода! Мама! Я же прошу тебя, деда! Подними меня, пожалуйста! Здесь очень страшно! Эх ты, Тащи скорей! помощник. Дедушка, не спускайся! Не надо, деда! Я же не смогу вытащить тебя! Ты упадешь в колодец! Дедушка, миленький, не лезь! Не надо! Отстань, не мешай.
Шаман, что там с колесом? Здесь большой узел! Он застрял в блоке! Протолкни чем-нибудь. Ай. Деда! Веревка с колеса соскочила! Деда! Не тараторь, говори спокойно. Веревка соскочила с колеса! Сейчас я сделаю так, что она ослабнет, и ты ее накинешь снова. Деда! Я все сделал! Готово! Да, верно. Один человек ничто, даже себя не поднимет. Слышишь, Отара? А, папа пришел! Что тут у вас? Ремень оказался в колодце, дедушка за ним лазил. Я его привязал, теперь вытащить надо. Ага, тебе только по колодцам лазить. А как же ждать, пока механики приедут? Нельзя же Отару без воды оставить. Вот я и полез. Все это из этого его Тайли. Сходи за верблюдом. Занимался бы каждый своим делом. Все было бы в порядке. Знаешь что? Тебе нужно съездить за Тайли в поселок. Нельзя мне ехать. Вот-вот охота начнется. А сам он не вернется. Шаман! Забери щенка! Ты же знаешь, у парня ветер в голове. Сейли, на ферме не знают, что мы перешли к другому колодцу. Надо предупредить их. Ну ладно, ладно, поеду. Заодно и корм получу. Смотри, погода портится. Вижу, что портится. Успею. И мальчишку с собой захвати. Нет, пусть остается здесь. А ты куда собрался? Домой хочу. Что ж, мы дедушку одного здесь оставим? А кто ему помогать будет? За ягнятами присматривать, собак кормить.
Нет, сынок, так не годится. Слезай. Я домой хочу. Значит, что же получится? Я уеду, ты уедешь. Пусть дедушка один остается. Большой мальчик. Должен понимать такие вещи. Я надеялся на тебя. Елбарс! 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 Куда ты убегаешь? Заблудились. Все из-за тебя. Куда же теперь идти? В какую сторону? Где же наш колодец? Деда! Деда! Эй! Эй! Ну-ка, сынок, помоги мне. Отгреби золу в сторону. Вон палка. Учись петь чурек. Пригодится. Смотри, как надо. Вот это сюда отгреби, а внизу останется горячий песок. Ой, а пыль к тесту не пристанет?
Разве это пыль, песок? Не пристанет. Чё? Чё, говорю? Чё? Чё? Да. А я поеду с тобой? Ты один поедешь. Это недалеко. За холмом увидишь солончак, а там уже и колодец через пару барханов. Бящий мага поможет тебе набрать воду, а я схожу за отарой. Нет, без тебя не смогу. Подойди сюда. Что еще за выдумки? Не смогу. Сядешь и поедешь все прямо. Да верблюд только туда и пойдет. Он эту дорогу лучше нас знает. А если не знает? А ну садись. Ну, хватит торговаться. Надоело. Это он не может, то он не может. А что ты можешь? Нам нельзя без воды. Я заблужусь. Ничего с тобой не станет. Только сиди да погоняй. Воду тебе нальют. Чё? Чё? Зачем ты меня туда посылаешь? Я не знаю дороги. Я заблужусь. Ты кто? Ты кто? Я полководец Чиман. Пусть войска отдыхают. Раскиньте шатры. Мой шатер поставьте вон на той горе. Разжечь костры. Да, можете веселиться. А это кто там? Ага, иди.
А вот и колодец. Наконец-то. Доставай бидоны. Эй, мальчик, можно набрать воды из вашего колодца? Конечно, только она соленая. Здравствуйте. Здравствуй. Нам нужна питьевая. Вот, берите. Нам много нужно. А где вы берете пресную воду? Из другого колодца, это недалеко. Далеко. Здравствуй. А ты что, здесь один? Да, один. Здравствуй. Ну и как, не боишься? А, Послушай, не проводишь нас к воде? хорошо. Заодно для тебя воды привезем. Освобождай бак. Какой шустрый. Чок. Чок. Зачем тебе верблюд? У нас ведь машина. Нет, без верблюда нельзя. Это что-то новое. Интересно. На машине куда проще. Раз-два и готово. Дяденька, поезжайте за верблюдом. Почему за верблюдом? Ты что, без него не найдешь дороги? А? Верблюд знает дорогу. Ну, за верблюдом так за верблюдом. Поехали. Сколько же мы за ним теперь будем плестись? Ну, что поделаешь. Садись в кабину. Деда, мы по дороге артистов видели. Они скоро и к нам приедут. Неси сюда, здесь завалим. Что же ты, сынок, кош оставил? Это, конечно, хорошо, что ты геологов проводил, но ягнят бросать одних нельзя. За ними глаз да глаз нужен, больше так не делай. Что же это за геологи такие? Без верблюда колодца не могли найти. Неслыханное дело. Как набрали воду, я тут же вернулся. Знаешь, дедушка, они, оказывается, первый раз сюда попали. И ты среди них оказался знатоком пустыни. Гляди, он какой вояка. Смотри, как играет. А помнишь, как ты плакал, когда ему уши резали? Уважаемый Мерген Ага, ваша мечта сбылась. Ансамбль «Хмыл» приехал специально для вас. Ты все шутишь. Нет, я серьезно. Девушки, Мерген Ага — герой социалистического труда. Так что не подкачайте. Постараемся, девушки, для такого знатного человека. Ой, конечно, давайте мы поем. Давайте Ему, наверное, понравится. Приготовились, девушки? Остановитесь. Да не спорьте, мы будем сразу танцевать и петь загибай. Ахмал, 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 ahmet başında narım, düğünde intizarım, öldürdüler koydular
birinden ayırdılar. Akımmıl, akımmıl, aka aka akımmıl, 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 aka aka akımmıl. Kızıl gül oymak oymak, var mı didardan doymak, solana vardın iyisi, söyüp deryazdan koymak. Akımmıl, akımmıl, aka aka akımmıl, 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 aka aka akımmıl. Неужели волки? Эй! Чаман, проснись, волки! Вставай скорей! Эй! Алабай, вперед! Эй! Айбай! Канурджа! Эй! 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 Акбай! Взять! Да, видно, их много было. Крепко тебе досталось, Канурджа, бедняга. Сколько раз ты меня выручал. Перестань плакать. Иди присмотри за стадом. Ах, Канурджа, Канурджа. Верно, ты мне служил. Настоящим волкодавом был. А ты что спрятался? Раз родился на свет, значит, бегай. Ну, пошли. Полы, что ли, сбрились? Чаман, не снимай седло с осла. Нам надо ехать в Атару. Зачем, деда? Охот начался. Зоотехник на 3 дня ошибся. Вон их сколько. Смотри, что делается.
И отца твоего до сих пор нет. Наверное, еще Тайли не нашел. Ну вот и все. Поторапливайся, сынок. Деда! Это шакалы! Да не обращай внимания. Только ночных волков надо остерегаться. Дождь усиливается, быстрее, сынок. Пусть попробуют сунуться. Эй! Надо немедленно сообщить на ферму. В такой дождь подохнут ягнята. Быстро гони на кош, отвези ягнят. Укрой их в яме и немедленно возвращайся, а я пока остальных соберу. Поезжай. Ну чего стоишь? Погоняй. Ну, пошел, пошел. Натворил. Возьми ягненка. Чаман, поедешь на центральную ферму. Вот и дождь утихает. Да нюни не распускай. Дорогой держись лицом к луне. Скажешь за фермой, чтобы срочно прислал помощников и машину. Сперва только обязательно переоденься.
Шагай быстрее. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего кричишь? Ты кого-нибудь ищешь? Где за фермой? Зачем он тебе? Дедушка просил прислать машину и помощников. А ты откуда? Кто твой дедушка? Мирганага. У вас тоже охот начался? Да. А давай фото. За фермой вон под навесом. Эссенсили? А вы заведующий фермой? Да. Дедушка просил передать, чтобы вы... Да, знаю. Мне сказали. А ты, я вижу, хороший помощник. Молодец. Вон та машина, видишь? Поедет к вам. И людей я дам. А ты возвращайся. Езжай. Эй! И зачем я им сказал? Теперь моих ягнят сюда увезут. Смотри, какой красавец! Разве можно такого оставить сиротой? Возьми. Мэ, 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 мэ. Бери. Мэ. Эй, ты что делаешь?
Я хочу выпустить своих ягнят. Да подожди ты. Отпусти, деда, я все равно их выпущу. подожди. Я не хочу, чтобы их всех убили. Что с тобой? Пусти меня, Я деда, тебя пусти. зачем посылал? Если Где ты видишь, помощники? что с ними там делают, там А где все машина? шкуры сдирают. Я сам их позвал. Перестань. Теперь они обязательно приедут. Ты же Успокойся, знал, зачем они их перестань. забирают. И все равно меня послал туда. Я сам виноват. Деда. Тут никто не виноват. Дедушка, нужно спрятать всех ягнят, чтобы они не смогли их найти. Они увезут Успокойся, наших я ягнят. сейчас всё Разве объясню. тебе их не жалко? Да Какой не же ты кидайся чемпион? ты Я не так. отдам их, отпусти меня. Остановись. Деда, миленький, Да их что с надо тобой отпустить. делается? Давай отпустим. Ну, ладно, хватит. Успокойся. Все, перестань, не плачь. Смотри, какой сильный. Ну, тихо, не надо. Тихо. Ах ты мой хороший, не плачь. Нельзя себя так терзать. Да, так устроен мир. Человек сажает дерево, потом ухаживает за ним. Для того, сыночек, чтобы после собрать урожай без пищи, одежды, не проживешь. Вот так, мой верблюжонок. Шаман! Что такое? И отару распустил.
Чаман! Куда он подевался? Откройте! Откройте дверь, пожалуйста! Тетенька, довезите меня до Мары! Давай сумку. Билет у тебя есть? Нет. Без билета нельзя. Тетенька, мне недалеко. Нет, без билета не могу. Тетенька, мне очень нужно. Отойди, пожалуйста. отойди, мальчик, видишь? Я вас очень прошу, тетенька, мне очень нужно. Возьмите меня, тетенька. Я знаю, может, возьмите ты дома меня. сбежал. Тетенька, пожалуйста. Отойди от Ну поезда. что вам жалко, Под что ли? колесо попадешь. Мне домой нужно. Довезите Нет, меня. нельзя. Я вас очень прошу, Отойди тетенька, от возьмите поезда, меня. кому говорю. Пожалуйста. Отойди, отойди. Мне потом отвечать за тебя. Вот привязался. Куда же я денусь? Я заблужусь. Вниманию животноводов. Передаем специальное сообщение Бюро прогнозов. По сведениям метеорологов, ожидается ветер с пыльной поверхностью. Скорость ветра может достигнуть 40-45 метров в секунду. К концу дня пройдут ливневые дожди. Всем хозяйствам, колхозов и совхозов, находящимся на пастбищах, рекомендуем отогнать свои отары в кошары и летние загоны. Повторяю, по сообщению Бюро прогнозов, ожидается ветер с пыльной поземкой. Посмотри, кто это там идет. Не Чаман ли? По радио сказали, что будет ураган. И еще сказали, что будет сильный ливень. Нужно укрыть отары и перевести их в летние загоны. Хорошо, что ты вернулся, сынок. Смотри, как резвятся.